Дорогие телезрители, тем временем у нас в студии появился гость. Это известный певец, композитор Раш Тохтахунов. Добрый день. Добрый день. Раш, Здравствуйте. скажите, пожалуйста, вы выросли в творческой семье. Расскажите немного о вашей музыкальной семье. В музыкальной семье, в моей семье, то есть со стороны мамы, можно сказать, все творческие люди были. И бабуля играла на дутаре. И дедушка, и дедушка тоже, да. Потом был свой коллектив, то есть, получается, у моей мамы 6, в общем, у бабушки 6 детей было. Была своя команда в свое время, когда они были молодые, где-то лет 25-20 в этом районе. Все пели, танцевали? Все пели, танцевали, но каждый потом шел по своей линии. Остался только единственный, это Борис Тохтахунов, многоизвестный поэт, композитор, виртуозный гитарист был. И с детства я всегда подражал ему. Вы помните ваше первое выступление? Да, помню. Это мне было 15 лет. И я участвовал в хоре, был очень большой концерт. Зал Туркестон, это в Ташкенте есть такой зал концертный. 25 девчонок, и я один стоял. Солировали? Солировал. Это так было интересно. Я вообще с детства люблю музыку, люблю петь. У меня это вроде бы все хорошо так получается. Скажите, кто ваши педагоги? Я всегда подражал своему дяде, как он пел, что он делал, как он себя вел на сцене. И я думаю, что все-таки мой дядя Борис Тохтахунов, это был мой учитель. Главный учитель. Главный учитель, да. Это было в 2003 году. Мой дядя Боря, дядя приехал сюда на гастроли в Алматы. Хотел дать концерт с Муратом Насыровым. Но, к сожалению, так получилось. У него в 96-м году у него открылась язва. Было очень большое кровотечение. И ему залили срочно кровь. В общем, и в крови обнаружили цирроз печени. Он, считай, с этой болезнью прожил до 2003 года и умер здесь, в Алмате. Но к чему я это все рассказываю? Такую историю, конечно, она немножко грустная. Я сам был в это время в Ташкенте. Я звонил, говорю: дядя Боря, говорю, выздоравливайте, говорю, и мы с вами, все будет хорошо. Он мне сказал, Ровшик, он меня Ровшик называл, Ровшик, мой золотой, говорит, пришло твое время, продолжай музыку, иди по музыке. Будет тяжело, будет сложно, налево, направо не смотри, будет очень много предложений, иди ровно по музыке, продолжай петь мои песни. Расскажите, у вас недавно прошел концерт, посвященный вашему дяде. Да, 29 февраля я сделал такой творческий вечер. Он был, правда, закрытый. Я извиняюсь, друзья, кого не позвал. Многие друзья звонили, говорят: Рож, мы хотим попасть на концерт. Я говорю: ребят, для друзей, дай бог, мы сделаем. Я говорю, для моих друзей, для дяди Бори, дай бог, сделаю побольше какое-то мероприятие. То есть творческий вечер был только для артистов, музыкантов. Очень много пришло талантливых музыкантов, как Булат Сыздыков. Это человек, который... Это живая легенда, на самом деле. Он виртуозный гитарист. Я его творчество очень сильно уважаю. Кто еще? Алишер Каримов вдруг приехал. Кентал приехал. Артистов очень много было. Сейчас перечислять, конечно, это много времени займет. Вечер прошел на ура. С помощью моих друзей мы всеми силами сделали творческий вечер Бориса Тохтахунова. Я давно это хотел сделать, отдать свою какую-то дань. То есть памяти Бориса Тохтахунова, чтобы его никогда не забывали. Такой вечер можно проводить, я думаю, ежегодно, раз это... Дай бог. Раш, Марьям, я предлагаю сделать сейчас небольшую паузу, мы обязательно вернемся к нашей беседе. Ну а нашим зрителям предлагаю посмотреть дайджест зарубежных новостей. 2 руки для барабанщика хорошо, 3 просто супер.
Манипулятор, который крепится к плечу музыканта, создан специалистами из технологического университета штата Джорджия. Командой разработчиков руководит профессор Джилл Уайнберг. На его счету несколько экспериментальных музыкальных инструментов. Мы считаем, что люди могут делать гораздо больше, когда им на помощь приходят новейшие технологии. Музыка дает прекрасную возможность убедиться в этом. В ней важно чувство времени. Музыкант должен делать то, что нужно, буквально в долю секунды. Важно и чувство пространства, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. Программа позволяет искусственной руке реагировать на музыку, которую исполняет человек, подстраиваться к ритму и темпу игры. Мы заставляем руку перемещаться между разными барабанами, следуя за положением барабанщика и показаниями датчиков, установленных на ней. Одни из них встроены в манипулятор, другие находятся на расстоянии. Рука считывает жесты барабанщика и переходит с одного барабана на другой. Разработчики трудятся над тем, чтобы искусственная рука могла реагировать на импульсы головного мозга музыканта. Они надеются, что манипулятор будет способен улавливать мысли человека о смене темпа или переходе с одного инструмента на другой. Профессиональный барабанщик Саймон Хэнсон из британской группы Squeeze говорит, что идея отличная, но не для него. Барабанщики достигают эффекта игры на двух басовых барабанах одновременно с помощью педали. Музыкант не контролирует свой мозг, хотя, возможно, будет когда-нибудь. По мне, это пятое колесо в телеге. Две руки — это хорошо, но когда я продюсирую музыку с участием других барабанщиков, я прошу их играть одной рукой. Тогда барабаны звучат гораздо лучше. Уайнберг и его коллеги считают, что третья рука пригодится также хирургам и техникам. Созданный на Гавайях самолет на солнечных батареях вновь поднялся в небо. Это первый пробный полет за 8 месяцев. После рекордного по продолжительности перелета из Японии до Гавайев он длился почти 5 суток – 120 часов. Несмотря на повреждения батарей, пилот Андре Бошберг сумел завершить самый длинный этап кругосветного путешествия и успешно посадил машину. Вскоре после этого команда техников объявила, раньше апреля-мая перелет продолжать не получится. Solar Impulse 2 – первый в мире летательный аппарат на солнечных батареях, которые держат заряд днем и ночью, что позволяет оставаться в воздухе несколько суток без единой капли топлива. Это путешествие – колоссальное напряжение для пилота. Он летит в неотапливаемой кабине и спит урывками не более 20 минут, пока машина идет на автопилоте. Пробный полет прошел успешно. Одиссея продолжится примерно через 2 месяца. Добрый день всем тем, кто к нам присоединился. А я напоминаю, на сегодня в гостях Раш Тохтахонов, известный певец-композитор. Раш, ну сейчас у нас весна, и, как правило, весна – это период создания новых проектов, движения, рождения. Скажите, над чем вы сейчас работаете и с кем работаете? Выбираете песню, например, или направление. Чье мнение вы учитываете? Наверное, музыкантов больше. Музыкантов, да? Да, потому что, коллег. Допустим, если я делаю какую-нибудь красивую вещь, песню, допустим, да, там, с Пашей Ли, допустим, да, там, Александр Маклай пишет текст, тоже красиво, молодец. Вот, с Дильмурадом Бахаровым. Очень сильный, кстати, музыкант. Я в восторге от него, из группы Дервиш, Дильмурад Бахаров. Он очень сильный музыкант, талантливый. Я думаю, один из лучших в Казахстане, поэт, композитор, это вот Дильмурад Бахаров. Совсем буквально недавно у меня была такая старая песня, она называлась «Черная тоска». Вот, очень такая старенькая песня, давно мы ее сделали с друзьями. И как-то я пришел на студию к Дильмураду Бахарову, солисту группы Дервиши. Я говорю, вот, Дима, вот мои песни, суперская, говорю, давай ее доработаем, говорит, подработаем чуть-чуть на аранжировках, чуть-чуть добавим еще живые звуки, бас записали живой, барабан записали живой, вот, потом, что мы еще? Там гитару прописали, Маклай текст написал. В общем, оно очень так красиво получилось, что в дальнейшем мы планируем с Дильмурадом на нее снять клип. То есть сейчас мы работаем над этим, и дай бог скоро, наверное, выйдет новый клип. Больше мне нравится, наверное, петь восточные песни. Почему? Потому что она везде актуальная. То есть
в любой сфере, к любым придешь, какое бы там мероприятие, какое бы мероприятие бы не было, там, допустим, казахская свадьба, или русская, там, или уйгурская свадьба, Восток, он везде А котируется. почему, как вы думаете? Не знаю, наверное, просто там ритм забойный, 6/8. Я думаю, каждый человек станет и Аж уже начнет танцевать. танцевать захотелось, да? Да-да. Такого ритма? Я очень рад, что у меня в данный момент мой музыкальный продюсер – это обратная жизнь группы Дервиши Дильмурат Бахаров. Вот. Мы работаем сейчас над новым альбомом. Иншаллах, вот, пару клипов будем снимать скоро. А какая тема будет музыки? Тема музыки. Ну, знаете, вот, допустим, мы планируем снять клип на 2 песни. Первая песня, она казахская в стиле латиноамерикано, что ли, такая вот. Интересно. Да. Кыздар кандай керемет, кол бұрған гүлге, ұмтылған күнде. Она такая. А вторая песня, она будет восточная, ну, медленная, красивая. А Добрая нельзя, вас, песня. а нельзя вас попросить хотя бы немного представить кусочек восточного, хочется услышать? Есть легенда на Востоке о любви она. Черноглазая девчонка на свидание шла, а меня то в холод бросит, то горю в огне, потому что шла девчонка вовсе не ко мне, потому что шла девчонка вовсе не ко мне. Лейла, Лейла, о, моя Лейла. Ну, голос еще не проснулся с утра. браво. надо Что вы распевать. очень красиво Очень звучит. красивый, Спасибо. бархатный голос такой. Спасибо большое. Как вы думаете, что должен делать артист, чтобы оставаться популярным в течение долгого времени? Дарить музыку, дарить новые песни слушателям. Делать свое творчество, не сдаваться, идти вперед. Я думаю, каждый человек, в принципе, талантлив по-своему, да? Вот вы, допустим, вы талантливые люди тоже. В нашем нелегком труде мы постоянно должны над собой работать. Раш, в преддверии весеннего праздника Наурыз, ваши пожелания нашим зрителям? Я хочу всех поздравить с наступающим вас Наурызом, пожелать вам всем семейного счастья. Будьте всегда оптимистичны, излучайте добро и свет, и на радость близким людям живите много-много лет. Давайте будем добрее. С праздником, друзья. Ну и мы, в свою очередь, желаем вам творческих успехов, Спасибо большое. здорового духа. Пусть все случится, все, что вы запланировали. Спасибо большое и вам всего хорошего. Дорогие друзья, напоминаем вам, у нас был известный музыкант, композитор Раш Тахтахунов. Но на этом наша программа подошла к концу. С вами были Марьям Думан и Чингис Капин. Всего вам доброго.